Первые чувашские чипсы начали производить в республике. Сегодня в деревне Старые Тойси Батыревского округа открылся цех по глубокой переработке картофеля. В месяц там планируют выпускать 40 тонн жареных снеков. Первую партию прямо с конвейера уже попробовала делегация Минсельхоза во главе с министром Сергеем Артамоновым. Какой на вкус оказалась хрустящая картошка, расскажет Наталья Егорова. Я уверен, и пиво чувашское буду пить только с нашими батырскими чипсами. С праздником! Чувашское пиво производим, а чипсы к нему нет, пошутил глава Батыревского округа Рудольф Селиванов. Нужно было исправить эту несправедливость, отметил он. В Чувашии выращивают немало картофеля, но его переработкой мало кто занимается. Продавать сырой картофель – это одна история, а цена в этом году, она нестабильна, и всегда мы зависим от рынка. И поэтому уменьшаются площади картофеля, это тоже проблема. И поэтому важно переработать и уже с добавочной стоимостью правильно реализовать. Можно в десятки раз дороже продать картофель. Освоить эту нишу решил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Кузнецов. Он принял участие в инвестиционном проекте, в рамках которого ему выделили более 60 миллионов рублей. Еще 50 миллионов – собственные средства. Решили, сыном мы, Леонидом Валерьевичем, он съездил в Москву, приехал своими идеями и сказал: папа, давай откроем чипный завод. Долго не думали. В январе этого года уже началось строительство. В конце сентября завершилось. Инвестпроект по глубокой переработке картофеля будет включать полный цикл производства. Это мытье, нарезка, обжарка во фритюре, фасовка и маркировка продукции. Только за час завод способен выдавать 100 килограммов чипсов, а в месяц – 40 тонн. Из 4 килограмм картошки мы даем 1 килограмм чипсов. Значит, 2 смены будем работать. 20 рабочих мест. Первую партию гостям удалось продегустировать прямо с конвейера. Картофель хозяйство использует со своих полей. Второй хлеб здесь выращивается на площади в 35 гектаров. Причем для производства чипсов нужны специальные сорта с высоким содержанием сухого вещества, с гладкими клубнями без глазков. К примеру, подходит для жарки снеков «Варяг». Для продукции решили выбрать название короткое и узнаваемое. По словам руководителя, хозяйство собирается налаживать сотрудничество с Чувашпотребсоюзом и реализовывать жареный картофель через местные магазины. Но со временем границы сбыта планируют расширить. Наталья Егорова, Оксана Верликова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.